В рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии, со 2 по 7 марта делегация во главе с депутатом парламента, руководителем благотворительного фонда «Помним» Леонидом Лакирбая побывала в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Цель поездки – посещение семей добровольцев, отдавших жизнь за свободу Абхазии. Мероприятие началось в Нальчике, традиционно с возложения цветов к памятнику воинов, погибших в ходе грузино-абхазской войны. Здесь, на площади Абхазии, собрались добровольцы и их родственники. На мероприятии присутствовала и супруга легендарного генерала Султана Сосналиева Любовь Сосналиева. В абхазскую делегацию входили Ирина Кокоскири и Ляля Чемагуа, которые в годы войны работали в пресс-центре оперативного штаба КНК в Гудауте. В Нальчике делегация побывала в доме первого погибшего добровольца Ибрагима Науржанова, награжденного орденом Леона. К сожалению, его мать Зельма Науржанова в начале этого года ушла из жизни. Мой сын ушел в Абхазию не случайно. Он ушел туда, зная историю и братские связи, с уверенностью, что слабого надо защищать. Мой сын защитник, мужчина-воин. Я всю жизнь буду его оплакивать и всю жизнь буду им гордиться, сказала Зельма Науржанова после его гибели. Для многих матерей, потерявших сыновей, Зельма Науржанова стала поддержкой и примером. Она, не успев оплакать своего сына, ходила в дома к другим матерям. Трогательные истории, связанные с Зельмой, долго вспоминали в этот день. Все, кто был в составе делегации, хорошо знали эту отважную женщину и восхищались ее мужеством и стойкостью. Сегодня в этом доме проживают внуки Зельмы. Они поблагодарили гостей за теплоту и внимание. Это дело даже не в том, какие возможности, а дело во внимании. Потому что старики они какие. Их дети ушли, отдали, сделали свой выбор. И им было очень важно понимать, что они это сделали не зря. Что они это сделали не зря. И любое внимание, которое было со стороны Абхазии в нашу сторону, бабушки конкретно, не то, что мы молодые, а тот, кто потерял сына, и надо было знать, что это все было не зря, что помнят его, что его... главное было внимание, и огромное спасибо, что пока она была жива, вы уделяли время. Их не так уж и много стариков осталось. Афужан Таова, мать добровольца Адальбия Таова, живет там же, в Нальчике. У ее семьи трагичная судьба. Едва она смирилась со смертью сына, как еще одна беда постучалась в дверь. Совсем недавно ее внук Артур погиб на Украине. За то, что вы приехали, уважение меня сделали. Сколько мы туда поехали, все равно нас уважали, встречали. Ой, спасибо вам большое. Мы летом вас ждем, всех мам. Обязательно приезжайте со снохой, с кем хотите, приезжайте. Каждой семье делегация из Абхазии приготовила небольшой продовольственный набор, а всех матерей пригласили на отдых в Абхазию. Также им преподнесли в дар сборник новелл Михаила Лакарба. Нина Кушхова, мама добровольца, погибшего в Абхазии, тепло встретила гостей, поблагодарила от всей души и пожелала абхазскому народу мира и процветания. Доброволец из Кабарды Музарин Гучев погиб в мартовской наступательной операции. До конца войны он считался пропавшим без вести. После войны его сестра Мадина опознала тело при перезахоронении на универсаме. Она своими руками достала останки брата, привезла на родину и предала земле. Гостей встретил отец героя Мухадин Гучев. Надо приехать. Это год 30-летия победы в нашей войне, где ваш сын исполнил свой долг перед всеми нами, за многих из нас. И мы в этот год просто хотим посетить тех родителей, которые живы. Но никто не хотел умереть. Конечно. И хотим вам долгих лет здоровья хорошего пожелать. Вот себе. Желает процветания стране и говорит, что особо очень рад Ляле. И он, когда зашел, она, вернее, зашла, он сразу сказал: «О, Лялячка», потому что мы в Кабарде все ее знаем именно как Лялячка. Лялячка не только она, что была, может быть, гораздо полнее, что сейчас, потому что у нее душа была большая. Да, похудела. Душа осталась. Да, душа осталась большая. Мы очень благодарны
Абхазии, начнем с правительства, с вашего, с президента, что уважили вот каждую семью, всех. Самое главное, чтобы у нас у всех было мирное небо над головой, чтобы мы больше эту войну не видели. Благодарность вам всем. Огромное спасибо, что вы вот такой путь проделали, и вы вот удостоили всех, вот семьям погибшим, что вы везде и всюду с нами. И мы всегда рады и вас любим. Мы в вечном. Неоплатном долгу. Лида Шагенова поблагодарила абхазскую делегацию за оказанное внимание, отметила, что и по прошествии 30 лет Абхазия не забывает своих героев. Ее брат Анзор погиб, защищая свободу Апсны. Ему было 21 год. В годы грузино-абхазской войны политическую и моральную поддержку народу Абхазии оказывали кабардинские общественные организации и органы государственной власти. Они регулярно выступали с осуждением агрессии Госсовета Грузии против Республики Абхазия, организовывали многотысячные митинги и другие акции поддержки. В Кабардино-Балкарии добровольческое движение приобрело массовый характер. В Абхазию отправлялись организованные группы, чтобы принять участие в военных действиях в составе абхазского ополчения. Само появление и присутствие северокавказских добровольцев на протяжении войны произвело морально-психологический эффект, способствовало поднятию духа абхазских бойцов и населения. Более 70 кабардинцев сложили головы на полях сражений. Одним из них был Казбек Хуранов. Он погиб 29 августа 1993 года, награжден медалью за отвагу. Мать героя Роза Хуранова растерялась. Она не знала о приезде гостей, но, увидев Лялю Чамагуа, которую хорошо знала, обрадовалась и даже расплакалась. Сегодня мы хотим уделить это внимание, напомнить о том, что мы вас помним. Мы помним этих ребят, и мы хотим пожелать Хоть не вам... забивают. Нет. Мы не имеем права забывать. Мы хотим пожелать вам здоровья, чтобы мы и дальше могли вас видеть и чувствовать, что мы в состоянии большое. исполнить свой долг. Дай Спасибо Бог вам всем огромное. здоровья. Спасибо. Чтобы больше на вашей стране, чтобы войны больше не было. Спасибо. Дай Бог всем спокойно жили там. Везде, нигде, чтобы не было войны. Всего И у хода. нас, и здесь. Летом ждем вас на отдых. Обязательно. Если жива будем. А надо. Надо жить. Вы должны жить. Абхазский народ помнит историю кабардинского мальчика Валерия Берхамова, которого грузино-абхазская война застала на школьной скамье. Ему было всего 15 лет, но он прибыл в Абхазию и встал в ряды ее защитников. Валерий Берхамов погиб 18 марта на Гумисте, награжден посмертно орденом Леона. Этот мальчишка сумел отстоять честь всей нашей фамилии, сказали старейшины рода Берхамовых в кабардинском городе Баксан. Хотя, конечно же, понимали, что 15-летнему мальчику не место на войне. Сейчас в доме его отца Мусаби Берхамова бегают внуки. В семье с честью несут имя защитника Абхазии. Это его удел был, что сделаешь. Так Богу было угодно. 30 лет прошло, дай Бог, еще 3000 лет, чтобы никогда у вас никакая бомба не взорвалась, чтобы ни одно ружье не это самое. Слава Богу, до сих пор нормально, вот уже у вас уже все более-менее настраивается хорошо. И чтобы дальше еще лучше было, чтобы народ крепчал, одним словом, чтобы все хорошее, которое может быть с народом, чтобы с вашим народом было. Делегация с сожалением узнала, что мать добровольца Артура Калова, Феня, которая проживала в Зольском районе, совсем недавно ушла из жизни. Встретивший гостей, сосед отметил, что она часто вспоминала Абхазию. Он обещал передать продовольственный набор дочерям и отметил, что у него 2 брата погибли в Великой Отечественной войне, но никто не оказывал его семье столько внимания, сколько делает Абхазия своим героям. В первый же день своего приезда в Кабардино-Балкарию делегация из Абхазии побывала в 15 семьях в разных районах республики. В селе Псыганцу проживает семья Задина Торчокова, который погиб 13 апреля 1993 года. Он награжден медалью за отвагу. Гостей встретил его отец Белял. Он пожелал мира абхазскому народу. А в семье Руслана Шаова, награжденного медалью за отвагу, отец в прошлом году ушел из жизни. Гостей встретила хозяйка дома.
Особенно обрадовалась гостям из Абхазии мама легендарного воина, командира боевой группы «Кабарда», героя Абхазии Владимира Карданова, которого все называли Гена. Столько лет не видели, вы знаете. Это наша вина, наша. Мы сегодня приехали, вот год 30-летия Победы. Ваш сын среди ребят погибших, да, один из символов вот, добровольческого движения. Гену Карданова, кто не знает в Абхазии, это имя такое. И мы рады вас видеть сегодня. Летом обязательно приезжайте. Обязательно. Ква в Абхазию, ква. Обязательно. Надо выздороветь. Надо выздороветь. Я, говорит, недавно, говорит, вспоминала, говорит, и скучала. Говорит, вдруг, говорит, станет мне легче, я, говорит, поеду в Абхазию. Лейла Карданова живет у дочери, так она сама захотела. По словам дочери, память ее немного подводит, но она старается держаться. Несколько лет назад упала и сломала бедро. Тогда правительство Абхазии оказало финансовую помощь в ее лечении. Хотя бы, говорит, перед смертью еще раз побыть там. Но я говорю, не знаю, как получится, посмотрим. Может... Чисто внешне вот не поменялись, вот честно скажу. Ни мама, ни вы. Вот, как будто не было этих лет. Те, которые туда, отсюда, которые туда ездят, они приезжают и говорят, вот так говорили про твоего брата, там его помнят. Гену скажешь, Карданов говорит, если Карданов фамилия услышит, Гена, это вот однофамилец, и то говорят, это ваш родственник или земляки. И, говорит, все равно столько лет. Я сидела, говорю, 30 лет не будет, как его не стало, вот в апреле. И у него прекрасные дети, и сын, и дочка. Они вообще, они его туда, ее туда отвозят, но она не хочет там. Что поделает, ко мне привыкла тут с нами. Вот надо вместе летом приехать. Семья Кардановых долго не отпускала дорогих им гостей, но делегация спешила, потому что их ждала мама друга Гены, Руслана Желетежева. Евгения Желетежева много лет уже не встает с постели и незрячая, но из многих голосов она тут же узнала голос Ляли Чамагуа. Вы не узнали меня? Евгения Желетежева рассказала такую историю. Как-то отец Аскера Дзагоева, погибшего в Абхазии, спросил у султана Соснолеева, кто из наших ребят лучше всех воевал. Мудрый генерал ответил, они все проявили храбрость и воевали хорошо. Я знала, говорит мать добровольца, что мой сын настоящий мужчина и что он никогда не опозорит честь горца. Долго сидели гости и общались с матерью Руслана. Затем, попрощавшись, продолжили свой путь и до поздней ночи посещали семьи погибших добровольцев. Побывали в Аргудане, Нарткале и Вольном ауле. Не оставили без внимания семьи отдавших своей жизни ребят за свободу Апсны Руслана Пежева, Хасана Алхасова, Хадиса Масаева, Камбулата Занилова, Аслана Ашгириева. Спасибо, что вы не забыли нас. Мы никогда не забываем вас. Спасибо большое. Я рада, очень рада за вас. Спасибо. Большое вам спасибо. Вы раньше, Ляля, приезжали с соболезнованием от вашего президента. Всему абхазскому народу я выражаю большую благодарность за то, что вы с таким большим вниманием, с таким большим уважением относитесь к нам, кабардинцам. Как ваш писатель Шанкуба говорил, мы ветви одного корня. Мы всегда это помним и должны через всю нашу жизнь провести. Надо помнить о прошлом, чтобы было будущее. И вот то, что вы такой путь проделали, то, что вы сегодня проделали такую работу, это очень огромная псапа, у нас говорят. Вы заработали. Дай Бог, чтобы души этих молодых людей, и не молодых тоже,
почувствовали вашу заботу о нас. Дай Бог вам здоровья всем. Спасибо вам. Вам спасибо за ваших детей. В общей сложности члены абхазской делегации посетили в Кабардино-Балкарии 25 семей. Тимирбулат Шамурзаев, Алим Шагемов, Эдуард Гурижев, Хасан Алхасов, Арсен Хагабанов, Муаэд Шоров. Все эти ребята сложили свои головы на полях сражений Отечественной войны народа Абхазии. Многие из них не успели создать семьи. Леонид Лакербая пожелал каждому родителю здоровья и долгих лет жизни. Пригласил их летом приехать в Абхазию, отдохнуть и поправить свое здоровье. Они, в свою очередь, тепло благодарили гостей и передали поклон абхазскому народу. Я помню, мама первый раз, когда приехала отдыхать, она как будто бы увидела сына живого. Вот земля напоминала. Это невозможно забыть. И спасибо всем, и вашему правительству, и народу. От всей души вас всех благодарю, что прошло столько лет. И каждый год что-то вот присылают, вспоминают, звонят. Я за это очень благодарна. Для нас это потеря невосполнимая, но когда есть память, когда не забывают, это, конечно, очень много значит. Спасибо вот за сегодняшний день, за то, что вспомнили, даже вот не количество там важно, а именно то, что помнят. И действительно в Абхазии помнят, вот я сколько ездила туда, такое отношение просто вот словами не передать, сколько тепла, сколько добра я видела в Абхазии, вот после того, как я туда первый раз поехала, а потом уже и неоднократно. Поэтому я от души всех благодарю. Чтобы на вашей земле никогда пули чтобы ваши дети счастливыми были. Вам хорошо и нам хорошо. Дай Бог, чтобы все мирно было. А раз, чтобы не забыли просто их. Просто не забывайте, и все. Не имеем права забывать. Да. Не имеем права забывать. Спасибо вам большое. Спасибо. Самая дальняя точка, куда поехала делегация, город Прохладный. Здесь проживает Зинаида Кравцова. Ее единственный сын Петр Кравцов, когда началась война, записался в ряды добровольцев и отправился в Абхазию. К сожалению, он не вернулся домой. Его мама Зинаида осталась совсем одна. Гостей из Абхазии она встречала волнительно и произнесла, наверное, самые трогательные слова за всю поездку. Ваши дети. Да. Это те, кто приблизил нашу победу. Да. И мы вам спасибо говорим еще раз. Спасибо. И Спасибо мы и вам, помним вас. что вы нас помните. И мы хотим, столько. чтобы вы летом были обязательно у нас. Спасибо, дай Бог, Хорошо? если жива буду, если не помру. Я не нахожу слов благодарности, потому что обычно память, говорит, у людей короткая, а ведь 30 лет прошло, и Абхазия помнит наших детей. Спасибо вам большое, низкий вам материнский поклон за то, что вы помните нас, за то, что вы нас не забываете, за то, что за вашу теплоту, за ваше радушие, как вы нас принимаете. Я очень рада, я очень счастлива, что есть такие люди, которые рады нам, которые нас не забывают, наших детей. Конечно, что мы потеряли детей. У меня, что умер, погиб сын. Я считаю, что частичку своего сердца я похоронила. Но в связи с тем, что я нашла друзей в Абхазии, нашла друзей среди Кабардино-Балкарии. Дай Бог всем здоровья, счастья и мирного неба, чтобы не пришлось уже браться за оружие вот этим ребятам. Дай Бог всего хорошего. А вам здоровья. Спасибо. Здоровья, набраться сил, приехать. Да, очень. Хорошо. Ой, обязательно. Ну как же я. Это книжка. Ой, тоже очень много историй. Спасибо. Вы все книги я ваши храню. С удовольствием будете Очень. В Северной Осетии памятные мероприятия в рамках 30-летия Победы в Отечественной войне в Абхазии начались с возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта «Древо скорби». В результате захвата террористами школы номер 1 погибли 333 человека, из них 186 детей. Памятник установлен на мемориальном кладбище в городе Беслане.
В республике Северная Осетия абхазская делегация посетила 9 семей. Тамерлан Зангиев, Константин Хугаев, Руслан Гасиев, Герман Ачеев, Илья Джабиев, Теймураз Алборов, Олег Марзоев, Альберт Плеев, Парпат Джиоев. Все эти ребята добровольцами воевали в Абхазии. Кто-то погиб в войне, а кто-то уже после от полученных ран. Стоит отметить, что каждая семья погибшего получает пенсию от правительства Абхазии. Наша делегация в сопровождении ветеранов, живущих в Осетии, посетила каждый дом. Большое спасибо, что не забываете. Каждый год, прямо не знаю слов, как сказать. Так мне сейчас вас приятно видеть. Если бы он был жив, я даже представить не могу. Что поделать? Мне очень приятно, что их не забываете. Людмила Марзоева недавно похоронила сына Олега, который в 19-летнем возрасте воевал в Абхазии. Правительство нашей страны выделило матери финансовую помощь на погребальные расходы. Большое спасибо, внимание. Вот и сейчас я даже не ожидала, что это самое. Там деньги, когда пришли, я говорю, откуда такие деньги? Потом мне пошла, я говорю, эти оттуда погребальные. Спасибо большое. Спасибо. И чтобы мирное небо было у всех, над нами, над всеми этими. Чтобы вот война, как искалечила моего сына, чтобы поменьше было. Как выяснилось, на месте в бедственном положении находится семья погибшего добровольца Ильи Джабиева. Его мать Зарета лежачая и почти никого не узнает. В семье нет кормильца, невестка не работает. Леонид Лакербай оказал материальную помощь и обещал поднять вопрос на уровне правительства Абхазии об улучшении жилищных условий семьи добровольца. После завершения акции Леонид Лакербай подвел итог поездки. Достойно проведена эта акция. На проведение средства нам выделило правительство. Это опять-таки в рамках мероприятий, связанных с 30-летием. Но я особо хочу отметить еще компанию «Азит», которая пожертвовала большую сумму для нас. Хочу отметить моих коллег-депутатов парламента, которые также пожертвовали свои средства. Это Фазылбей Авицба, это Аслан Лакоба, это Беслан Халваш, это Рашида Айба, это Бадрик Пилия, это Дима Маршания и это Дауд Хутаба. Все это позволило нам уделить внимание этим матерям. Такой небольшой продовольственный набор. Это просто малая толика того внимания, которое достойны эти люди. В боевых действиях в Абхазии участвовали 2310 добровольцев из Чечни, КБР, КЧР, Адыгеи, Северной и Южной Осетии, Турции, Ингушетии, Сирии, Приднестровья. 260 погибли, 51 доброволец удостоен звания Героя Абхазии. До 300 человек награждены орденом Леона, до 700 медалью за отвагу. В 2012 году в Абхазии учрежден День добровольца, который ежегодно отмечается на государственном уровне. Все-таки какие благородные родители у этих ребят. Вот мы им должны говорить пожизненно спасибо. Они нас искренне благодарили за то, что мы помним их. Никакими словами этого не описать. Я лично очень рад был, что увидел живой маму Гена Карданова, его сестру. К сожалению, пока мы готовили эту поездку, 4 человек уже умерло. Вот время так распорядилось, и очень жаль, что так случилось. Я благодарен всем этим родителям, я благодарен ребятам, добровольцам нашим, значит, в Кабарде, здесь, в Северной Осетии, которые собрались, которые рядом с нами были, помогали. Люба Сосналиева нам помогала в этих поездках. На меня очень сильное впечатление произвела семья, я не буду называть фамилию, добровольца нашего из Северной Осетии, живущих во Владикавказе, причем на улице Роберта Кулумбекова имени. Роберт Кулумбеков – этот наш друг, который совсем молодым воевал в Абхазии, и 31 марта прошлого года он погиб на Украине. Вот его улицей именем назвали улицу, и на этой улице живет одна семья. И Харехвалоп – это наш долг, потому что в таких ужасных условиях просто стыдно. Я, конечно, обиделся очень на ребят из
здесь из комитета добровольцев. Эту информацию нам надо было дать, недостойно, ну элементарного просто вот такой вот жизни. И это наш долг, и мы его обязательно исправим. Но у меня вот такая вот мысль, что будет потом. Я бы очень не хотел, чтобы все это держалось на энтузиазме вот нескольких человек, ну, во главе с Лялей, конечно, Чимагуа. Это наш долг, это наш вечный долг, и мы, я и себя имею в данном случае, должны что-то предпринять, чтобы не придать забвению эту память. И последнее, что я хотел бы сказать, я, конечно, надеюсь, что наконец-то будет решен вопрос и объявлен конкурс на установку памятника добровольцам в нашем родном городе, чтобы вот эти матери могли конкретно прийти к тому памятнику, который посвящен их детям. В самые трудные дни войны в сердцах абхазских воинов и добровольцев жила твердая уверенность в неизбежном освобождении Абхазии от грузинской оккупации. Абхазская армия и добровольцы пронесли славное знамя победы от Бзыби до Псоу и от Гумисты до Ингура. Они отстояли честь и независимость Абхазии. Их подвиг бессмертен. Мы должны воспитывать наших детей, и они должны знать и понимать, что не было бы нашей победы вот такой вот, да, если бы не было тех ребят, которые приехали. Мы сегодня вот с вами задавались вопросами, что двигало ими, что вот повело этого парня из Прохладного, Кравцова туда, что привело ребят из Владикавказа, что привело наших братьев, кабардинцев, адыгов и так далее. Мы же до сих пор ответа не знаем. Это тоже огромный пласт работы, потому что абхазское добровольческое движение уникальное, такого нет и не было. Оно не по религиозному принципу было, не по этническому принципу. Когда в одном отряде шли через перевал и священнослужители, и мусульмане, и так далее, нигде такого нет. Это пласт, и я, пользуясь случаем, хотел бы еще раз обратиться к людям науки. Давайте изучать это дело. Это нужно понять нам, нужно понять нашим детям и нужно понять потомкам. Аналогичные поездки в рамках 30-летия празднования Победы будут продолжены и в другие республики, откуда в нашу страну прибывали добровольцы. Эсма Джикерба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.